Ну што ж не так у беларускай гаспадарцы, ці можна нешта выправіць, як гэта зрабіць? Давайте пагаворым сёння з унікальным госцем. Глядзіце, былы старшыня калгасу, экс-чыноўнік райвыканкаму і фермер і раней у Беларусі, і цяпер у Польшчы Мікалай Лысянкоў. Мікалай, вітаем. Доброй раніцы. Добра. Ну што, давайте адразу, можа, пра Беларусь, она жыве кампаніямі, рознымі кампаніямі. Калі гаспадарку браць, то гэта уборачная. Пасяўная, уборачная. Пасяўная як бы скончылася, наперадзе ўжо вось уборачная. Што, якія прагнозы, можа, адразу? У нас тут мундыяль, там звычайна свае прагнозы. А тут, як думаеце, будзе там что-то рэкорднае, сенсацыі? Уборочную, как у нас называют, битва за урожай. Битва за урожай. Постоянно мы за него бьемся. Никак он сам не может прийти. С природой боремся почему-то. Самая большая проблема в Беларуси, как уже говорил я, колхозы. У нас нет хозяина на земле. Колхозы как были там 50-70 лет назад, 40 лет назад, так и остались теми же колхозами. Мы их только меняем вывески. ООО, СПК называем, там, еще как-то. Но все равно остается та же самая проблема, нет хозяина на земле. И поэтому приходится биться. Нет инициативы на земле, нет инициативы снизу. Решения принимаются в министерстве, под кондиционером. Поэтому и топчемся на месте. Вот вы говорите, много вкладывается в сельское хозяйство. На самом деле, да, относительно других секторов экономики в Беларуси много вкладывается в сельское хозяйство. Не каждый сектор экономики столько получается, как сельское хозяйство, но в то же время относительно наших соседей, если взять на гектар пашни или там сельхозугодий, то довольно-таки мы бледненько выглядим, и у нас просто экономика слабенькая. Польская экономика, вот, допустим, триллион перешагнула. А мы еще до 100 тысяч, до 100 миллионов не можем дойти. У польскай эканоміцы якраз вельмі шмат маленькіх гаспадарак, это і такая адметнасць, вельмі шмат фермераў. У Беларусі, наадварот, вось гэта аграхолдынгі, там, СПК, там, вось гэта вось усё, калгасы. Чаму, калі гэта эканамічна невыгодна, калі ў краіны і так грошай няма, чаму гэтыя калгасы ўсцяж цягнуць з тых савецкіх часоў, чаму не даць як бы зямлю фермерам, прычым ім не трэба гэтыя пастаянна аддаваць крэдыты і іх спісваць, это людзі ж яшчэ і потым вяртаюць пад шалёныя адсоткі гэтыя грошы. Ну чаму, выгадней было б. Ну, как я это все вижу, у нас Лукашенко был председатель совхоза. И вот это лучшие годы его жизни прошли в колхозе. И вот для него, не знаю, наверное, такая вот мечта жизни, вот сделать большой колхоз из Беларуси. Он боится распустить колхозы, боится инициативу отдать в частные руки, чтобы люди сами решали, что делать. Надо всеми управлять, всеми командовать. Ну, это комплексы у его некие? К сожалению, мне тяжело на эту тему говорить. Комплексы или... Ну, я точно знаю, что у нас в Беларуси это... Ну, просто вот колхоз, как вот советских времен, да, там что-то модернизируем, как я говорил, вывески меняем, но в то же время все равно он остается тем же самым колхозом. А что делать на будущее с этими колхозами, тоже вопрос. В Польше, вот сейчас Польша, при советские времена в Польше было 2 миллиона фермеров, больше 2 миллионов фермеров, когда Советский Союз рухнул, и Польша стала независимой. И вот эти фермеры начали развиваться, и мы видим, куда они сейчас пришли, и что это действительно пол Европы кормит сегодня Польша. А в Беларуси созданы большие действительно агрохолдинги. И я бы, наверное, посмотрел бы в сторону Западной Германии, Восточной Германии. Когда Германия объединялись, там тоже были с востоку колхоза, а с запада фермеры. И когда объединялись, восточные колхозы были далеко не конкурентоспособны по сравнению с западными фермерами. Но когда провели реформы, когда их объединили, вот это крупнотоварное производство восточное уже начало давить мелких западных фермеров. И уже западные фермеры обращались за помощью, вот, защитите нас уже от восточных, вот, буквально за десятилетия реформ. Также и в Беларуси надо проводить реформы. Как их проводить, надо обсуждать за круглым столом, да, но в то же время дробить это все на 2 миллиона фермеров тоже, наверное, смысла не будет большого. Эффективнее все-таки крупнотоварное производство, которое у нас создано. Другое дело, что у нас эти крупнотоварные производства без хозяина. Просто управляется
из министерств, где люди сидят под кондиционерами, которые в поле даже не выходят. Так, галоўны гаспадар ёсць, але займаецца зусім лепш бы у калгасе далей бы саўгасе працаваў. Скажыце, а? Ну, шкоды ў краіне менш было б, але вось прыватызацыя дапамагла б, вось, каб прыйшоў нейкі буйны бізнес, і вось быў бы канкрэтны гаспадар, які не залежыць ад міністэрстваў. Да. На земле должен быть хозяин. Когда будет хозяин на земле, тогда и будет конкуренция. У нас сегодня колхозы – это производственные участки. Это не бизнес строится. Я считаю, чтобы сельское хозяйство развивалось, на земле должен быть бизнес. Люди должны зарабатывать, люди должны быть заинтересованы в том, что они вырастили, продадут, еще и субсидию получат для того, чтобы выгодно было работать на земле, а не на завод идти. Ну, пока у нас таких условий не создано. Да, должен появиться хозяин. То же самое крупнотоварное производство тоже надо оставить. И вот такой вот дилемма. Всем раздать не раздашь, потому что потеряем крупнотоварное производство. И в то же время без хозяина это крупнотоварное производство далеко не такое конкурентоспособное, как в западных странах. Там тоже есть большие крупные холдинги, которые наши даже передовые хозяйства им подметки не годятся. Ну, з пошукам гаспадара, я думаю, што мы неяк усё ж такі ў нейкі момант вырашым, але вось як вырашыць з гэтым безумоўна нечаканым надвор'ем, якое адбылося сёлета. Слухайце, вось гэта спёка, гэта мала вільгаці. Што нам чакаць увогуле ў Беларусі? Якія будуць зборы ўраджаю ў гэтым годзе? Ці вы можаце даць нейкі прагноз? На самом деле не так уж все страшно. Влаги весной хватало, когда началась посевная. Урожай довольно-таки хороший, средний урожай, так как каждый год. И то, что чиновники заявляют, там 11, по-моему, 11,5 миллионов тонн планируют намолотить, так и будет. У нас 6-7 миллионов будет в закромах. 11 миллионов это что? Это рапс сюда плюсуют. Кстати, уборочная рапса уже стартовала. Начали уже убирать рапс. Уже там ячмени. Сейчас уборочная не в самом разгаре, но вот в самом начале идет, да. И вот из этих 11 миллионов, что обещают чиновники, мы действительно соберем 6-7 миллионов закрома. Кстати, вот эта цифра очень интересна. У нас бункерный вес считается. А бункерный вес – это и сорняки, и влажность лишняя, и солома, и песок, то, что в бункер попало. Потому что для того, чтобы показать эту картинку, вот Лукашенко, когда учился в Горьковской академии, в книжках 70-го года было написано, производственная безопасность страны будет достигнута тогда, когда на человека, на одного жителя страны будет 1000 тонн зерна, тонна зерна, не 1000 тонн, а тонна зерна на человека будет намолочена. Ну вот у нас 10 миллионов. Было когда-то. Соответственно, 10 миллионов тонн зерна надо и намолотить. А 10 миллионов тонн зерна, вот мы уже, не знаю, 30 лет про это говорим, вот к этой цифре идем. Чиновники начали уже лет 20 назад выкручиваться, уже давай рапс сюда добавлять. И, кстати, они убеждали Лукашенко, почему рапс сюда добавили. Рапс – это родственник капусты. Это, далеко не зерно, это... Потому что рапс обмолачивается та же самая техника комбайн, сушатся те же самые КЗСы, зерносушильные комплексы. То есть проходит ту же самую процедуру, что и зерно. И, мол, типа вот мы купили оборудование, комбайны, произвели, комплексов настроили, вот мы рапс там сушим, вот давайте его тоже сюда считать. Потом тоже не хватает все равно до 10 миллионов. Давайте кукурузу считать. Но кукуруза тут, я, может, в какой-то мере и соглашусь, из тех 10 миллионов, которые вот нам, может, даже и мало 10 миллионов, в Беларуси 20 миллионов можно собирать зерна. Но в других условиях, если вот взять урожайность соседей наших, это 20 миллионов мы могли бы получать. В то же время нам, для того, чтобы хлеб был на столе, достаточно 2 миллиона тонн зерна. Это хлеб, хлебобулочные изделия, мука, то, что мы вот производим для себя. Остальное мы конвертируем в мясо. На мясокомбинатах, не мясокомбинатах, на мясокомплексах. На кормы. На корм идет. Это фураж. А кукуруза это тоже фураж, это хороший корм. То есть сюда можно его прибавить.
Я калісьці памятаю, у Мінску журналістам працаваў, дык там чыноўнікі прызнаваліся, што нават з чарнобыльскай зоны там збожжа вырошчваюцца, ну ідзе якраз на фураж, а акрамя таго на выраб гарэлкі, якую прадаюць у Расію. Але між тым, калі вяртаемся да сёлетняй уборачнай кампаніі, ці вось гэтыя фактары ўплыву, як вось дэфіцыт паліва ў Расіі, і хто ведае, можа быць, у нас неўзабаве будзе, а таксама санкцыі, якія накладзеныя і на Россию, і на Беларусь. Гэта істотныя фактары для уборочной кампании, альбо не? Я думаю, что это не должно повлиять никак. Все-таки для того, чтобы обеспечить уборочную топливом, это 10 дней работы наших двух НПЗ, Нафтана и Мозыря. У нас, по-моему, 24 миллиона баррелей можем переработать, тонн. Вот там 18 миллионов перерабатываем, да, а для уборочной там надо, пару миллионов, то есть там 10 дней работы. Тем более у нас запасы в стране, если все, у меня нет данных, как сегодня не заполнены, но если все запасы заполнены, это не только сельскому хозяйству, а вообще всей стране должно хватить там на 1,5-2 месяца. Другое дело, какие приоритеты будут у правительства на этот счет. 2 года назад тоже у белорусов, вот скажи белорусам, что в магазинах картофеля не будет, с вас бы смеялись. Да, чиновникам надо было продать картофель, заработать выручку. Москвичам треба что-то кушать. А як же? То же самое и с топливом. Если там кто-то подумает, посчитает, что целесообразнее для него заправить, условно, танк, а не комбайн, соответственно, заправить танк, а не комбайн. Слухайте, добра, з палівам окей. А з санкцыямі што? Санкцыі якім-небудзь чынам, хутчэй за ўсё дрэнным, уплываюць на сельскую гаспадарку Беларусі? Поставки некой техники, например, это ж есть же обмежевание. Очень влияют санкции на сельское хозяйство. Это в первую очередь технологии. Технологии — это средства защиты растений. Самая большая проблема в сельском хозяйстве — это вредители и сорняки. То, что говорят, погода, климат, он везде одинаково меняется, да, но вот в передовых странах, кто действительно занимается технологически сельским хозяйством, с этим научились не то что бороться, а подстраиваться под климатические условия. Мы, к сожалению, боремся с климатом, да, а люди подстраиваются под него, просто придумывают новые технологии ведения. Беларусь сегодня очень ограничена, как и в животноводстве по технологиям, так и в растениеводстве. Санкции ввели на те же сорта. Белорусский картофель, вроде бы да, есть хороший самохвалочек у нас база, которая производит картофель. Однако фермеры все выращивали раньше немецкий картофель. Зерно, те же цыплята, бройлеры, вообще поросята, коровы, это все импортное. Вот у нас в Беларуси возрождают сейчас белорусскую красную породу коров. А что такое белорусская красная порода коров сегодня? Это закупили 300 телок датских и покрывают датскими быками и восстанавливаем белорусскую красную породу. То есть это все импортное. Все технологии у нас это импортные. Большие комплексы, крупные, вот, наверное, по воспроизводству тоже не могут... уже не иметь тех технологий, которые имели раньше, не иметь того оборудования, которое было, да, и производство молока падает на этих. Миколай, апошняе караценькае пытанне. У што верыце? У якую будучыню беларускай сельскай гаспадаркі? Гэта прыватная, гэта дзяржаўная, гэта нейкая камбінаваная, можа нейкі чацвёрты варыянт. Як вы, як чалавек, які ва ўсіх іпастасях меў дачыненне да сельскай гаспадаркі, у што верыце? Вот я убежден, что сельское хозяйство, как и большинство отраслей экономики, должны быть частными. У них должен быть хозяин. На земле, в первую очередь на земле должен быть хозяин. То, что вот сейчас у нас даже не комбинированное, у нас просто государственное, там больше 90% это государственного собственности, а то, что не государственное, все равно государственный очень жесткий контроль идет. Просто давайте посмотрим на передовые страны, которые, действительно лидеры в сельском хозяйстве. Нету ни одной страны, где государственное это. Дзяржаве ёсць і без сельскай гаспадаркі чым займацца, а людзям сапраўды трэба даць магчымасць быць гаспадарамі на сваёй уласнай зямлі. Мікалай, дзякуй вялікі за сённяшнюю размову.